Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на вас. И мы с вами узнаем, кто вас боится и почему вас боятся. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком другом думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть водят моими руками, пусть то, что сейчас дай говорю, слышать и узнать. Так. А вы страшная женщина, вы страшный человек. Смотрите, как много людей вас боятся. Да, сейчас будем разбираться. Кстати, надо отдать должное, у вас тоже очень много страхов, но вы не боитесь людей. Вы боитесь за свою душу, вы боитесь греха, вы боитесь неправильно поступить. Вот это вас пугает, да? Вы боитесь только лишь за свою душу, вы боитесь только лишь высших сил. Людей вы не боитесь, никого не боитесь. Вы молодец, вы действительно молодец. Так, ну давайте начнем с мужчины. Здесь прям сразу нам мужчину показали. Мужчина этот ваш муж, парень, ну либо сын, может быть. На мужчину показали. Вы все разные, цыпочка общая, у каждого отыграется по-своему. Этот мужчина боится вас по одной простой причине. Вы видите его насквозь. Ему не удается от вас ничего скрыть. Он ходит и, как знаете, головой об стенку бьется и думает: да как же так? Да кто же она такая? Как она все видит? Как она все знает? Как она предсказывать умеет? Как она меня просто вот по лицу считывает, да, что я там провинился, либо там не то сделал, не то сказал. Да, рентген. Вы для него... Нет, не рентген, этот детектор лжи, который безошибочно работает. Он полиграф называется. Если я не права, поправьте меня в комментариях. Вот. Читайте его вдоль и поперек. Ничего не удается ему скрыть от вас. Не схитрить, не скрыть, не слукавить. Все видите, наперед видите. И еще очень часто вы ему что-то предсказываете, и оно всегда сбывается. Причем 100 из 100 сбывается. И этот мужчина бедненький. С одной стороны, да, он вас начинает слушать, он начинает делать так, как вы советуете, прислушивается к вашим предсказаниям. А с другой стороны, он живет ведь в постоянном напряжении. Хочется ведь вильнуть, хочется ведь где-то там, знаете, либо убавить, либо прибавить. А с вами так нет, не проходит. Все видите, все знаете. Он себя почему-то считает этим барашком на заклание. Говорит: да как же мне жить? Я же там хочу то, все, там 5-е, 10-е, а ничего же скрыть не могу от нее. Да, боится вас, боится не только того, что вы правду узнаете. Вижу, что вы еще иногда очень как-то реагируете неординарно. Какие-то реакции у вас идут. То ли вы такая буйная, бурная женщина, то ли вы наоборот вот уходите в себя, такой взгляд у вас тяжелый, вы молчите, вы там с ним не общаетесь, такая пытка молчанием происходит, да? Либо кричите, либо молчите. И это тоже его очень сильно пугает, да? Ваша реакция пугает. Но другой женщины рядом с собой он не видит, либо другая женщина ему в принципе не нужна.
он любит вас, и судьбе он очень благодарен, что рядом с ним такая умная, все знающая, все ведающая женщина. Да, считаю, что ему все-таки повезло. Хотя иногда время от времени, когда уж там очень хочется погулять, там, с друзьями потусить, либо еще что-то сделать, прям, да, себя несчастненькими чувствуют. Потому что нет такой возможности. С вами так нельзя. Вы этого не позволите. Да, чувствуете, видите, все про него знаете. Так, еще один мужчина вас боится. Но этот мужчина слева. Этот мужчина боится вас, потому что вы для него как будто бы звезда. Далекая и очень холодная. Да? Прекрасная, далекая и очень холодная. Мужчина как-то рядышком с вами находится, обитает, либо, может быть, вы вместе работаете, куда-то вместе ходите, где-то вместе встречаетесь. Ему очень вы нравитесь. Нравитесь, его очень тянет к вам. Ему хочется с вами сблизиться, да, пойти хотя бы шаг сделать на сближение с вами. Но у вас всегда такой ледяной взгляд, что к вам очень-очень страшно подойти. Да, вы такая неприступная крепость, снежная королева, любого заморозите. Да, и он, бедненький, вот мается, ходит кругами вокруг вас, а ничего поделать не может. Уж очень сильно он вас боится вашего отказа, либо вашего вот этого холодного взгляда. Для него это, как, знаете, смерти подобно. Симпатия, интерес есть, да, может быть, даже влюблен, да, тайный поклонник у вас есть. Но ваш холодный взгляд его всегда останавливает. Но вы ему давно нравитесь. Это не новое чувство. Здесь чувство, как проверенное месяцами, либо годами даже отыграется. И хочу подойти, и боюсь. Да. Знаю ее, пошлет за ней, как не заржавеет. Что же я буду тогда делать? Как же я это переживу? А так у него хоть немножечко, но теплится вот надежда в сердце, что когда-нибудь вы нежным взглядом на него посмотрите, либо когда-нибудь у него появится такая возможность, да, выпадет такой шанс в жизни к вам подойти. И так подойти, чтобы вы не послали, не отказали и там, не прекратили общение с ним. Есть такой персонаж. Дальше идем, мои хорошие. Здесь показывают людей, у которых совесть черная, языки черные, сердца черные, глаза черные. Я так понимаю, что это сплетники, завистники, всякие такие, знаете, паразиты недалекого ума, но при этом там любят всякое, там скандалы, посплетничать, там шушукаться. Вот таких людей показывают. И они вас тоже очень боятся. Боятся, но при этом очень часто о вас говорят, вас обсуждают. Боятся они вашего сурового нрава. Может быть, эти люди пытались когда-то вам там навредить, либо про вас там сплетни распространять, какие-то гадости говорить, какие-то упреки, уколы, претензии. А вы как-то очень резко, серьезно и очень, так знаете, громко все это оборвали, да, на места их поставили. То есть вы им четко показали, вот она граница, и ее не переступай. А то ноги сломаю и хребет перебью. И вот урок был усвоен. Да, они не перестали сплетничать, но они это делают как-то, так знаете, так, чтобы никто не увидел и не узнал, и стараются так, чтобы следов не оставлять. Но боятся, знают, что с вами связываться нельзя. Знают, что вы можете очень жестко осадить и действительно потом не поздоровится. Да. Но вот есть, умеете себя поставить. Ну и вижу, что репутацию вы себе тоже очень такую вот серьезную заработали. Даже среди вот таких никчемных, скандальных, недалеких людей. Так, еще на работе вас кто-то очень боится. Кто-то, то ли это новенький человек, то ли это человек, который, ну, грубо говоря, работать особо-то не умеет, либо не хочет, да, лентяй, может быть, какой-то, лентяйка. Вот. И вы с этим человеком тоже, знаете, как не любезничаете.
Вы требовательная, но требовательная по праву, по справедливости. Да? Вы лишнего не требуете. Вы требуете, чтобы человек правильно делал свою работу, правильно выполнял свои обязанности, чтобы человек не саботировал рабочий процесс, а хотя бы хоть как-то элементарно в нем участвовал. Если вы занимаете руководящую должность, ваши подчиненные, они не боятся, скорее вас очень уважают и не хотят вас расстраивать. Если вы работаете там в большом обширном коллективе, опять же, все знают, кто с вами сотрудничает, что все нужно делать правильно, вовремя и, конечно же, не пренебрегать своими обязанностями. Да, вы такая. Очень прямая, очень честная, и вот лишнего не просите, ни от кого не просите. Хотя сами для себя планочку достаточно высоко задираете. Вы больше как даже себя спрашиваете. Видите, уважают. Подчиненные вас уважают. Даже если у вас в подчинении всего лишь один человек, уважает. И очень многому у вас учится. Потому что вы ведь не только грамотный руководитель, вы ведь еще и делитесь своим опытом, делитесь своими знаниями. Когда человек справляется, все делает правильно, вы ведь и похвалить можете. А когда человек разгильдяй, конечно же, вы об этом скажете. И вижу, что вы иногда не стесняетесь в выражениях, и это, конечно, добавляет красок, добавляет ужаса тем, кто бездельник, да, кто разгильдяй. Вижу я, что вы такой человек прямой и жесткий. Вы никому в зубы заглядывать не будете, и если где-то нарушаются права ваших близких людей, знакомых людей, либо людей, которые слабые, сами за себя постоять не могут, вы никогда молчать не будете. Вы всегда первая, выйдете в противостояние. Вы всегда об этом скажете, вы всегда будете бороться, до конца будете бороться. И вижу, что у вас страха нет. Когда вы боретесь за правое дело, за справедливость, у вас нет страха. А это очень пугает тех, кто вам противостоит. Да, ведь все люди чего-то боятся, а у вас нет страха. Когда дело касается правды, когда дело касается каких-то рамок, страха у вас нет, вы идете до конца. Да, даже одна против группы людей можете выступить. Вам все равно. За правое дело любого порву. Такая у вас политика. Я еще раз говорю, какая-то репутация у вас. Да? Вы заработали себе репутацию, во-первых, железная леди, такой сильной, самостоятельной, независимой, которая шутить не будет. А если как вдарит, так вдарит. Да? Там уже мало не покажется. И люди об этом говорят, люди об этом знают. Но говорят они об этом не с какой-то издевкой, либо не с дрожью в голосе. Они это говорят даже с какой-то гордостью, с восхищением, что вы сильная личность, и как пример с вас надо брать. Да, пример берут. С уважением говорят. С уважением, точно. И еще, мои хорошие, с левой стороны нам показали змею. Не просто змею, а кобру. Видите, капюшон раздувает свой, это кобра. Либо в вашей жизни была конкуренция, соперничество, либо есть в сегодняшнем дне. Например, соперница на работе, либо в бизнесе. Как бы эта женщина-кобра не хорохорилась, но она четко понимает, что она вам очень здорово уступает. Если она хищница-кобра, то вы очень опытный и умелый змеелов. Понятно, что змеелов кобру всегда поймает, да, или змею поймает. Она это понимает, она этого боится, и она из-за этого очень сильно страдает. Понимаете? Она не борется с вами какими-то открытыми методами. То есть она не приходит, не разбирается, в лицо вам ничего не говорит. Эта женщина способна либо разгребать жар чужими руками, то есть кого-то другого настраивать, либо, допустим, у некоторых отыграется, что эта женщина
прибегает, например, там, к магии, да, ко всякого рода там обрядам, ритуалам магического характера, которые могут, ну, призваны, вернее, навредить. Если ситуация конкуренции либо соперничества была у вас в прошлом, эта женщина, она не забыла, никогда вас не забудет. Вы для нее как самый страшный кошмар. Возможно, в прямом смысле слова, когда вы ей снитесь, у нее что-то очень плохое в жизни происходит. То есть вы ее, ну, на лопатки положили в свое время, да, весь яд из нее выдавили. Да, достаточно сильный удар, сильное поражение ей нанесли. Если конкуренция, соперничество по сей день у вас продолжается, то эта женщина, она, ну, в отчаянии из-за того, что силы не равны, она это все прекрасно понимает. И все эти ее там ухищрения, уловки, магии, там, третьи чужие руки, да, это все не работает. Все не работает. И вот она на почве этого отчаяния, ну, потихонечку с ума сходит. Вот. Ничем хорошим она не закончит. Но вот от нее больше всего чувствуется негатива, зависти, агрессии, злобы. И вот такого, знаете, желания поквитаться, отомстить. Вот в таком ключе. Но вижу, что действительно ничего она вам не сделает. В принципе, она этого сделать не может. У вас и защита сильная, и сами вы по себе очень сильный человек. Вы и не таких об коленку ломали, грубо говоря. Но вот правда, правда. Вас тут в латах, в доспехах показали. Вас тут показали и щитом, и с мечом, и еще и с магическими атрибутами на самом-то деле. Если честно, было бы очень интересно с вами познакомиться, либо больше о вас узнать. Вы невероятный человек. Несмотря на то, что жизнь ваша была не сахар, и я это вижу, несмотря на то, что и сейчас вам тоже нелегко, приходится и бороться, и сражаться, и свой путь жизни искать, да, еще и другим помогать, вы невероятная женщина, вы невероятный человек. И еще самый главный момент. А здесь вот четко показано в самом венце, большой букет вам идет с уклоном влево в вашу сторону, как будто бы вот сверху вам падает этот букет. Вас большой-большой подарок ждет. Либо какое-то невероятное предложение, которое целиком и полностью поменяет вашу жизнь. Поможет вам немножко разгрузиться, немножко там снять эти доспехи, латы и так сильно не напрягаться, да? Не напрягаться, не нужно будет там себя защищать, свои права отстаивать. Вот как-то легче жить вам станет. У одних отыграется, что вот действительно перемена будет в личном. Сильная женщина рядом с сильным мужчиной сможет расслабиться и спокойненько себе, грубо говоря, жить. Но у других отыграется предложение, вот, может быть, по работе, по бизнесу, как новые возможности, большие деньги, новый уровень жизни, да, вот новое общество, новая среда, где не нужно будет носить меч и щит, чтобы отбивать нападки неадекватных, нездоровых, агрессивных людей. Большой букет вам падает. До конца года вы точно его получите. Это вам от высших идет. Вот такой вот переломный момент в вашей судьбе. Так, мои хорошие. Сильная женщина, которую все боятся. Нет, неправильно. Сильная женщина, которую все уважают. Уважают и ценят. Это вы, это про вас. На этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.